Давай, Саня, залазь, шурупы готовь. Всем привет! Вы на канале ТССП KZ. В этом видео мастер Алексей покажет нам монтаж стеклянных перегородок. Ударов никаких не боится. Все ссылки будут в описании. Вот здесь будет производиться монтаж офисной перегородки цельностеклянной. Начинаем с разметки. Разметку мы делаем нивелиром DeWalt. Давай, Саня, залазь. Вот эти перегородки профиля очень качественные. Компания Алютех. То есть проблем с ними никогда не возникало. И в монтаже, и в демонтаже очень простые, в общем. Крепить надо примерно через каждые 30-40 сантиметров шурупы. Все, Сань, лазер выключай. Получается, на этой данной перегородке дверь будет по центру. Давай разметим центр. 4200 так, миллиметров. Вот 2,10 центр. Теперь дверь у нас будет 105. Соответственно, мне вот здесь вот размер надо будет 157,4. Размечаем. Как вы видите, вообще ничего такого сложного нет. Забивай сюда стульчики. Стульчики это вот так мы называем. Это нужно для того, чтобы на нем стояло стекло. Получается, вот мы разметили. По краям будут стоять профиля, а в центре будет дверь. Процесс монтажа не сильно тяжелый такой. Самое главное, чтобы был качественный инструмент. Ну и голова, чтобы работала, соответственно. Закручиваем вертикальную стойку. Также по лазеру. Шурупы готовь. Прикручиваем стойку на этой стороне. Изготовление стекла дают примерно 15 рабочих дней. Мы отталкиваемся от стекла. Вот это вот за один день мы вот такую вот здесь вот сколько? 10-15 квадратов за один день вместе со стеклом можем установить полностью. Стекло десятка, закаленное. То есть таких ударов никаких не боится. Боится от таких ударов торцевых, но не знаю, это молотком только надо развивать. Стекло поставили на стульчики вот такие вот. Зажимаем простым движением. Вот так вот. Затягиваем сначала не сильно, потому что стекло будет регулироваться. На такой монтаж могут человека 2 выезжать, в принципе. Все, Дима? Здесь самое основное, это и тяжело, это замерить стекло. Разметить профиль тоже, да, тяжеловато, а все остальное забить на хлопушки. Там. На хлопушки это накрывающие планки вот сюда вот. Будет установлена дверь, зазоры отрегулированы. А тогда в конце уже делаются заглушки, ставятся замки, петли и всякое такое. Каждая ошибка это деньги. То есть стекло тоже очень дорогое на рынке у нас в Казахстане. И надо быть аккуратненьким таким вот. Либо иметь большой опыт за плечами. Я так вообще с 18 лет в этом. Самая основная ошибка, когда люди боятся стекла, боятся разметить, да, боятся что-то сделать. Тот же самый напилить на торцовочной пиле. Тоже боятся. Надо не бояться. И мастерам надо не бояться то, что он ошибется, да, где-то что-то испортит, где-то что-то. А давать людям работать, чтобы они могли это работать. Потому что на моем опыте я долго не давал, да, людям что-то делать. Делал сам это. Уставал, потом нервничал, а потом просто дал, говорю, все, люди, работайте. Они же умные, все нормально. У нас вот на рынке стекло сделает чуть-чуть кривовато, да, то есть когда камень стачивается, он здесь убирает 1,5 с одного стекла, 1,5 с другого стекла. Поликарбонат стоит 13-14 тысяч тенге, но я вас уверяю, вы этих денег не пожалеете. И заказчика меньше головной боли будет, и для мастеров тоже. Вот сделали, приклеили и забыли вообще. Без него можно делать, если стекло будет ровное.
Есть такой двухсторонний скотч, тремовский тоже, ставят и клеят. Ну, опять же, я говорю, если неровность стекла по центру, то есть здесь оно пришло, здесь дырка будет, потому что они, ну, не знаю, почему так происходит на стекольном заводе, но это происходит. Вот так вот клеится, и все. Когда приходит второе стекло, то отсюда также убираете и приклеиваете еще одно стекло. Нажиулили это то. Сейчас выставим уровень для двери, монтажа дверей, потому что зазоры были идеальные. И стекло между собой склеивать будем. Чуть-чуть. Это закрути. Да. Сейчас мы снимем защитный слой на поликарбонате и склеим стекло между собой. Подцепляешь. Вот, ничего сложного. Сейчас, Дима. Не склеили. Теперь вверх. Склеили, затянули и все. Часа 2 где-то. Это перегородочка от начала до конца. Осталось установить дверь, выставить зазоры и накрывашки сделать. И все. У нас это все по 2 комплекта. Мы работаем в основном, когда большие объекты, мы работаем четвером. Когда маленькие объекты, мы делимся. Двое туда, двое сюда ездят. Так что вот у нас вот такой вот лазер, нивелир, очень хороший. Всем рекомендую. Горизонталь, вертикаль. Есть вот такой ударный шуруповерт. Незаменимая вещь, когда если слизанные грани на болтах, он вообще незаменимо откручивает их и закручивает все, что есть. Все им можно делать. Вот этот стандартный тоже шуруповерт, 18-вольтовый. Также здесь батарейки, что можно сюда ставить, менять, да. То есть срочно надо, да. Берете, ставите, и также все работает, все идеально. Торцовка Makita тоже очень хорошая. Да, кто-то может сказать, ее когда включаешь, она бьет, да? Из-за этого получаются неровные разрезы. Но для этого у нас станина такая, Milwaukee. У нее есть поглощающая вибрация, вот такой вот. То есть вы когда пилите, вибрация только пошла, станина это урегулировала все. На данном объекте Mercedes Center, да, например, здесь более 600 квадратов, да? Строилось это примерно где-то 2,5 месяца. Задержка стекла, правда, была туда и все. Каркасы были уже давно выставлены, но ждали стекло. Там строили такую же перегородку, как и здесь. Только здесь чуть-чуть помасштабнее, да. Дверь хорошая, тоже стеклянная. Десятка. Удара прочные. Видите, не боится ударов. Прогуляться здесь очень много квадратуры. Здесь вот тоже забивается вот эта нахлобушка. Здесь нету по той причине, потому что СКД надо, контроль доступа здесь будет еще устанавливаться. Вот так вот, пойдемте. Вот здесь как все красиво. Стекло между собой склеивается углом. Стекло к стеклу. Тоже перегородки строили. Все работает, все хорошо, идеально. Песня. Стекла склеены на поликарбонат двухсторонний. Очень классно смотрится. Без зазоров, без ничего. И вообще идеально. Кстати, вот тоже красиво смотрится. Заходим как бы в кабинет, с кабинета в кабинет еще. Вот. Мы делали монтаж примерно такой же перегородки, да, только здесь 2 стекла, здесь одно стекло. Также часа 2 где-то устанавливалась вся перегородка. Есть много профилей на рынке, но этот самый хороший по монтажу, вот я считаю. Клиент только рад, да, радостный, видит то, что хороший материал, хорошего качества. Претензий никогда ничего нету. Здесь это называется кабинет Автокапитал. Высота стекла 3,50. Ждем стекло, с Павлодара едет. Палки, ничего не понятно, но когда это все встанет, вид даст. Ну, в общем, будет вот так вот. Очень классно, мне вот прям нравится. Это все я люблю прям. Стекло здесь, видите, тоже заказали какое. Получается вот так вот. Вот так вот оно пойдет. Вообще. Огонь. Ракета. Ну, вот так вот.